Китай начал спецоперацию. Столкновение с кораблем НАТО, боевая тревога в море, официальное заявление. Украинские военные вплотную подошли к границе Беларуси. Запуск боевых дронов и взорванный мост. Самый страшный сценарий подтверждается? Удар по мосту в Крым. Ключевая дорога на полуостров перекрыта. Войска развернуты в столице. Десятки тысяч военнослужащих вынуждены выйти на улицы. Выборы могут пойти не по плану. Что происходит? Власти срочно раздают людям боевые автоматы. Призыв готовиться к вторжению. Противник стягивает силы в регион. Кремль начинает свою спецоперацию в Узбекистане. Путин испугался потерять влияние и начал экспансию. Новость, которую мало кто заметил, и неожиданные детали. Удар по ядерке. Катастрофа колоссального масштаба? Пока Армения выбирает премьера, напряжение в мире растет. Это и многое другое важное к вечеру 7 июня. Воскресный вечер с Нехта – это правильный выбор перед новой неделей. Главные новости к этому часу прямо сейчас. В студии Степан Путила. Поехали. Удар по мосту в Крым. Движение перекрыто. Этой ночью украинские дроны пробили Чонгарский мост на границе оккупированной Херсонщины с полуостровом. Проезд через главный пункт Джанкой встал. Машины гонят в объезд за десятки километров. Мост непростой. Через него идет трасса Новороссия, главная сухопутная дорога в Крым, по которой везут все: бензин, еду, военные грузы. Точнее, везли. Та самая трасса, на которой полуостров уже задыхается от топливного кризиса. Расчет у Киева простой. Если раньше по мосту били дорогими западными ракетами, то теперь хватает дешевых дронов. Топить мост не надо, достаточно регулярно дырявить полотно. Каждый удар — это новые пробки, объезды и тонны впустую сожженного бензина. Петля вокруг Крыма затягивается все туже. Прилет дрона по хранилищу ядерного топлива. Звучит как начало катастрофы, но и на этот раз обошлось. Минувшей ночью, по данным Энергоатома, беспилотник ударил по централизованному хранилищу отработанного ядерного топлива под Чернобылем. Частично разрушено здание приемки контейнеров, но, что важно, само топливо там не хранилось. Пожар потушили, пострадавших нет, радиационный фон в норме. Энергоатом называет это ядерным терроризмом и винит Россию. На этот раз пронесло, но сам удар по ядерному объекту в Чернобыльской зоне показывает, насколько близко война подходит к необратимой черте и как внезапно все может обернуться большой трагедией. Слово «спецоперация» в наши дни звучит зловеще, и вот его взял на вооружение уже Пекин. Китай объявил о начале специальной морской операции в водах к востоку от Тайваня. Официально это операция по обеспечению соблюдения правил морского судоходства. Задействована береговая охрана, навигационные и спасательные службы. Поводом, как заявляют в Пекине, стали переговоры Японии и Филиппин о морской границе в этом районе. Китай счел их незаконным посягательством на свои территориальные интересы. Тайвань в ответ направил в зону свои корабли и назвал действия Пекина нарушением международного права. Китайская береговая охрана 3501. Это воды Тайваня. Это не ваши воды. Вам здесь не место. Разворачивайтесь и уходите немедленно. Пока это так называемая серая зона, давит не военным флотом, а береговой охраной без прямых столкновений. Но тревожный нюанс в том, что это уже третья подобная акция Китая за месяц. И каждая такая спецоперация передвигает регион чуть ближе к опасной черте. Особенно на фоне сближения Японии, Филиппин и США. Корабль НАТО и почти прямое боевое столкновение у берегов Китая. По версии китайского госканала CCTV, ВМС Китая выдворили нидерландский фрегат «Де Рюйтер», якобы незаконно зашедший в их воды у Парасельских островов в Южно-Китайском море. Ответил Пекин с размахом. Фрегат с близкой дистанции отгоняли 2 корабля, а третий предупреждал по радио. В небо подняли истребители с ракетами, а эксперт на телеканале намекнул, что голландцев могли ослепить специальными глушилками, оставить без связи и радаров. Вертолет Нидерландов NH-90. Это военный корабль ВМС Китая 553. Вы нарушаете воздушное пространство Китайской Народной Республики. Покиньте его немедленно. Только вот в этом победном сюжете нет позиции самих Нидерландов. А она обратная. В Гааге все отрицают, говорят, что фрегат шел законным маршрутом в международных водах, а опасную ситуацию создал сам Китай. И в этом вся суть. Так Пекин реагирует на любой чужой флот в водах, которые считает своими, а Запад нарочно туда ходит, чтобы показать. Претензии Китая на почти все Южно-Китайское море он не признает. Грозный боевик про ослепленный фрегат во многом спектакль для своих. Тревожит другое. Однажды в такой игре кто-то может не рассчитать дистанцию по-настоящему.
Еще одна война в мире близко? Прямо сейчас власти раздают простым людям боевые автоматы и в открытую велят готовиться к вторжению. Где? Не угадали. Это Куба. Наши дни. Гавана уже достает из арсеналов старое советское оружие, спешно вооружает ополчение и запускает кастровскую доктрину «Война всего народа». Отряды из обычных граждан, инструктажи на заводах и прямо в жилых домах. Спешно розданные памятки для семей, где прятаться и что делать при ударе. Но все это не на бумаге. Остров на глазах сваливается в военную истерию. Повод реальный. США стягивают силы в регион, у берегов маячат авианосцы, а окружение Трампа все громче называет Кубу следующей целью после Венесуэлы. Но есть и обратная сторона. Остров сейчас в тяжелейшем кризисе, без топлива и света. И образ врага у ворот очень кстати, чтобы сплотить голодный народ и отвлечь от пустых полок. Вторжения пока никто не объявлял, но смесь нищеты и паранойи закипает прямо на глазах. Но восстания против самой власти там, похоже, не боятся. Путин начал операцию в Узбекистане. Нет, не военную, а атомную, но по сути это та же экспансия, только в переносном смысле. Помните, как глава Кремля и глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по видеосвязи дали старт строительству первой узбекской АЭС в Джизайкской области, а Путин назвал проект флагманским примером дружбы и союзничества. Но вот вскрывшиеся детали. Станцию строит российский Росатом. На российских реакторах и до 85-90% стоимости, а это около 9-10 миллиардов долларов, Узбекистан покрывает за счет российского же льготного кредита. То есть Россия фактически в долг возводит соседу целую ядерную отрасль, тем самым сажает его в зависимость на десятилетия. Топливо, обслуживание, запчасти, обучение кадров – все российское на 60 лет вперед. Даже схема уже запущена с Казахстаном и Белоруссией, и картина выходит выразительная до неприличия. Братским народам атомные станции за российские счеты миллиарды, а собственным гражданам рост тарифов на свет и дефицит мощностей в целом ряде регионов. Вот такая щедрость на показ, в долг и за счет своих же. Россия может напасть на НАТО уже в 2030 году, всего через 4 года. С таким предупреждением выступил британский премьер Кир Стармер, ссылаясь на оценки разведки Британии и других стран Альянса. По его словам, в Москве фактически уже выбирают будущую цель. Отсюда и срочность. Лондон обещает поднять военные расходы до 2,5% ВВП, а затем и до 3%. Каждый, кто думает об этом, должен себе задать вопрос. Зачем? Нам зачем это нужно? Предупреждение не первое. Ранее генсек НАТО Марк Рютте говорил о готовности России применить силу против Альянса в ближайшие 5 лет. Похоже, это все перед большим саммитом НАТО в Анкаре в июле, где обсудят и помощь Украине на 70 миллиардов евро. Сейчас западные лидеры синхронно нагнетают тему окна уязвимости. Ирония лишь в том, что пока Лондон тревожится о гипотетическом 2030-м, Россия уже 5-й год воюет с Украиной. Самый страшный сценарий снова замаячил перед Украиной. Новый удар с севера, через Беларусь. Волынь, Рівненщина, Житомирщина. Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская, Черниговская области. С Беларусью у нас более 1000 километров общей границы. Каждое из этих направлений для нас важно, поскольку возможны провокации и на киевском направлении, и на западном участке с целью, например, перерезания логистических путей. Ранее Институт изучения войны предупреждал, Москва готовит дроновые удары по Западной Украине с территории Беларуси. Цель – трасса М-06 Киев-Чоп и железная дорога. Это главная артерия, по которой с запада идет оружие и боеприпасы на фронт. И Украину уже постоянно обвиняют в провокациях. Но именно отсюда в феврале 2022-го танки тех, кто обвиняет, и шли на Киев. Теперь эти страхи вернулись. Уже несколько недель в Украине все громче звучат опасения, что Москва попробует повторить. Корреспонденты побывали на погранпосту в Черниговской области у самой границы. Картина обманчиво спокойная. Брошенный пункт пропуска, взорванный мост, колючая проволока. И скопления войск не видно. Но это затишье никого не успокаивает. У нас уже был горький опыт 2022 года с Республикой Беларусь. Граница была открыта и зашли войска Российской Федерации. Чтобы этого не повторилось, как говорится, не было ножа в спину, мы должны быть готовы к любому развитию событий. Здесь живут в режиме ожидания. Позиции укрепляют, минные поля густеют, а глубину белорусской территории держат под прицелом разведка и дроны. До 270-тисячного Чернігова отсюда считанные десятки километров. Про можливий наступ я чула.
Я слышала о возможном наступлении, понимаю, что вероятность этого есть, но я верю в наши вооруженные силы и верю, что им не пройти. А вы верите в такой сценарий? И как думаете, реально ли сейчас угроза с территории Беларуси? Напишите в комментариях. Выборы, от которых зависит все. Сегодня в Армении решают, куда страна повернет, в сторону Запада или обратно, в лапы Москвы. И ставки здесь запредельные. Действующий премьер Никол Пашинян идет под флагом разрыва с Кремлем и мира с Азербайджаном. А против него пророссийская оппозиция во главе с миллиардером Самвелом Карапетяном, который на минуточку ведет кампанию из-под домашнего ареста. Москва на этом фоне давит как может. Эмбарго на армянские товары, угроза перекрыть газ, постоянные обвинения. А прямо в день голосования вспыхнул скандал с подкупом избирателей. Задержаны десятки человек, связанных с партией Карапетяна. Участки закрываются вечером. Первые серьезные цифры глубокой ночью из Еревана. Судьба целой страны решается буквально в эти часы. О предварительных результатах мы расскажем вам уже завтра. Армия на улицах столицы, но в кои-то веки не ради переворота, а ради выборов. Перед вторым туром, который проходит как раз в это воскресенье, Перу подняла на ноги колоссальная сила. 217 грузовиков под полицейским эскортом и спутниковым контролем развозили бюллетени и урны по 2 с лишним тысячам участков. И охранять их вышли тысячи военных, вдобавок к 45 тысячам по всей стране. Звучит как подготовка к войне, но цель обратная – не запугать, а защитить честный голос. На фоне того, как в других странах выборы превращают в фарс с подвозом избирателей и давлением, перуанская картинка – солдаты, стерегущие не власть, а сам бюллетень – выглядит почти образцово. Впрочем, может даже слишком, ведь это будет уже 9-й за последние 10 лет президент. Если мы не победим, то, как и подобает демократам, мы уважительно примем результаты выборов. Наши 90 тысяч наблюдателей покажут нам протоколы, и мы сами все пересчитаем. Мы будем готовы с демократическим достоинством принять эти результаты. Что же, обо всем вам расскажем. Обязательно подписывайтесь на канал и до встречи уже утром.